Эта пресс-конференция президента вобрала в себя элементы прямой линии, которая в этом году не состоялась из-за пандемии. Как отметил Владимир Путин, коронавирус наложил отпечаток на все сферы нашей жизни. Как казалось, представители разных регионов волнуют схожие вещи. Например, почему пациентам иногда не выдают бесплатные лекарства от коронавируса. Десятку мы отдали в регионы на учреждения, на СИЗы и так далее, и 5 миллиардов для того, чтобы людям напрямую помогали. Конечно, будем выяснять, где эти деньги. Еще один актуальный для всей страны вопрос – рост цен на продукты. Цены, в принципе, ползут вверх, начиная с сентября, где-то с августа. Почему об этом заговорили только в декабре? Где-то цены растут объективно, но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. Хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое? С какой стати? Почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена. И начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо. И именно поэтому у нас такой разговор такой и жесткий и был. Правительство отреагировало. Много вопросов было по поводу социальных выплат на детей. Продолжатся ли они в следующем году? Не знает, куда обращаться. А в непростых условиях пандемии эти деньги являются единственным спасением. Люди к вам обращаются и говорят о том, что не понимают, куда обратиться, есть сложности с этим, то перед тем, как думать о том, что и как нужно сделать дополнительно, нам нужно наладить эффективную работу того, что уже состоялось. Делается это в основном через пенсионный фонд, через МФЦ. Но если он где-то закрылся, значит нужно какие-то решения по этому поводу принимать. Сопутствующий вопрос – будет ли индексация пенсии работающим пенсионерам? Ее отменили 5 лет назад. Индексация пенсии предусмотрена 6,3%. И мы сделаем все для того, чтобы это обеспечить. По направлению, которому вы сказали, конечно, мы об этом думаем. За пандемией не забывали и про темы, которые были актуальны ранее, например, сбор и переработка мусора. Почему мусорная реформа, такая глобальная для всей страны, тормозит во многих регионах, и что с этим делать? Не думаю, что это тормозит. Реформа сама по себе двигается. Значит, здесь у нас несколько задач перед нами стоит, крупных. Это первое, нам нужно создать соответствующую отрасль производства, замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны, а они используются в других видах производства. В завершении пресс-конференции Владимир Путин объявил, все семьи с детьми до 7 лет получат новогодний подарок – 5000 рублей. Страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок, небольшой, скромный, но тем не менее, всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5000 рублей. Как каждому ребенку. Вопросов от журналистов и жителей нашей республики на пресс-конференции не прозвучало. Общение с президентом шло более 4 часов. Как заверил Владимир Путин, все адресованные обращения обязательно будут изучены, и реакция последует. Дмитрий Арин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.